Почему не обучаем? Надо начинать с акимата, отсюда надо начинать. Возмущение главы города понять можно. За 2 года работы Центр развития языков себя не оправдал. Обучаться казахскому языку даже и бесплатно люди попросту не хотят. В этом Галым Ашимов винит и руководство центра, которое не принимает эффективных мер для популяризации государственного языка. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, глава города предлагает чиновникам начать тесное сотрудничество с частными языковыми школами, у которых есть своя обширная клиентская база. У них уже есть масса людей. Вот, например, если он ведет английский 24 часа в неделю, они заплатили, учат, ну что, ему нельзя тут 24 часа казахского языка добавить туда, чтобы что-то в голову вбивалось. Вы же с ними не работаете. Понимаете, вот открыли свой центр и сидим на него, смотрим, понимаете. Руководство Центра развития языков уверено, их вины в отсутствии желающих изучать казахский язык нет. Говорят, у тимиртаузов попросту нет свободного времени для получения дополнительного образования. Мы уже делаем как? Делаем на работу, выезжаем, давайте в неделю по 2 часа, допустим, среда, пятница, будем выезжать на работу, будем с ними работать на местах. Тоже это не получается в связи с работой. У нас нет времени. Да, вот. Отсутствие желающих изучать государственный язык не смущает руководителей центра. У них поистине глобальные планы на будущее. Говорят, согласно государственной программе, уже к 2020 году 95% взрослого населения будут знать казахский язык. Но чтобы достичь таких результатов, им нужны деньги. Уважаемый Галым Абиханович, в целях реализации пропаганды государственной программы развития и функционирования языков на 11-20 годы и эффективного выполнения языковой политики в городе Темиртау необходимо увеличить финансирование в связи с проведением ежегодных мероприятий, которые бы пропагандировали государственный язык. Хорошо, я решу вам финансирование. И что, все заговорят на казахском языке? По окончанию совещания тимиртауские чиновники пришли к вполне логическому решению – начать внедрение казахского языка с государственных структур. Вводить его намерены постепенно и не исключают возможность в будущем проведения заседания акимата на государственном языке. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, Новости Темиртау.